Здравствуйте, дорогие друзья! Рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, тема такая передачи. Дело в том, что человечество сходит с ума, и это не просто слова, потому что число людей, к сожалению, в мире, которые сталкиваются с психическими расстройствами и поведенческими расстройствами, неуклонно растет. И вы знаете, если раньше причинами назывались какие-то биологические или социально-экономические, то на сегодняшний день уже специалисты бьют тревогу относительно влияния изменения климата на психическое здоровье людей. Климатические изменения действительно являются очень серьезным вызовом для психики каждого человека, проживающего на планете. И вы знаете, одно дело, когда это посттравматические стрессовые расстройства, после того, как человек столкнулся с трагедией в ходе экстремальных погодных явлений. И другое дело — это влияние глобального изменения климата и тех причин, которые его в действительности вызывают на поведение и на психику людей на планете. И вы знаете, буквально недавно уже была конференция в Стокгольме, которая проводилась в Генеральной Ассамблее ООН, и там тоже говорили о том, что климатические изменения, они усугубляют и без того сложное положение в области психического здоровья населения планеты. И вы знаете, официально заявляется, что на сегодняшний день порядка 1 миллиарда человек страдает от психических расстройств. Это очень много, и эта проблема, она приносит огромный ущерб и вред экономике разных стран, потому что ущерб оценивается в триллионы долларов. И, к сожалению, прогнозы неутешительны, они все мрачнее и мрачнее. И ожидается, что к 2030 году вот этот ущерб, нанесенный психическими расстройствами, во всем мире составит 16 триллионов долларов США. Может быть, для наших зрителей это всего лишь цифра, но это очень большие деньги, потому что если мы будем говорить и соотносить это с ВВП годовым хотя бы всего мира на год 2020 по данным Всемирного банка, то ВВП мировой составлял 85 триллионов долларов. А ущерб от психических расстройств 16 триллионов долларов — это невероятно огромная сумма. На самом деле намного больше будет. Почему? Потому что, скажем, эта патология будет прогрессировать. Климат усугубляет ситуацию. Плюс кризис экономический, в который мы все входим. Это будет очень жесткий и очень серьезный кризис. Мы с Татьяной несколько лет назад об этом говорили и предупреждали. В некоторых странах это отразится не очень хорошо, и мы как раз говорили, чтобы не вкладывали надолго туда свои сбережения. Помнишь? Помню, конечно. Мы пришли к этому времени. Вот теперь оно начнется. И, к сожалению, и следующий год будет невеселый. Но это нормально. Это всего лишь кризис. Но для людей это тяжелые времена. Плюс климатические изменения, плюс геополитические, довольно серьезные пертурбации. Война, страсти накаляют, это тоже бьет по психике. Одно на другое. И плюс еще инфляция вследствие кризиса. Поэтому цифра будет огромнейшая. Это далеко не та цифра, которую они озвучивают. Но страшно, что каждый 8-й человек в мире сталкивается, получается, с психическими расстройствами. Не каждый 8-й, намного больше. Ведь опять-таки миллиард — это официально. Да. Это те, кто обратились за помощью. А сколько людей страдает уже психическими расстройствами, но не обращаются за помощью. Почему? Все ж мы прекрасно понимаем, кому хочется пойти к психиатру, чтобы потом в тебя пальцами тыкали друзья, знакомые, родственники и все остальные. Да, стереотипы в обществе такие, конечно. А насколько на сегодняшний день эта болезнь распространена и сколько людей захватывает? Давайте посмотрим даже на первых лиц, которые должны быть ответственные, которым мы доверили собственную власть над нами. Я не говорю во всех, а в определенных странах. Люди, правда, посмотрите ж на них. Это нормальные люди. Ведь сознание оправдывает, что, скорее всего, такое поведение
немного девиантное такое, что это какой-то пиар, возможно, что это способ привлечения внимания, но на самом деле действительно, ну, поведение некоторых я бы не назвала адекватным. До Совершенно правильно. А я скажу так. С учетом того, что люди, занимая высокие должности, они должны соответствовать им, а все остальное — это больная психика, которую мы пытаемся оправдать, ну, такой харизмой. Ну так же? Да. Если уже там таких людей более чем достаточно, то представьте, сколько их среди нас. Да что представлять? Посмотрите внимательно, за собой понаблюдайте. Ведь на сегодняшний день многие люди уже и голоса слышат. Так же? Да. Слава Богу, что некоторые хотя бы критически к этому относятся, а есть те, кто… Слава Богу. Да. Но многие ж не понимают, и насколько это усугубляет их состояние. Это вызывает страх, депрессии, многое другое. Правильно? А если человек вкладывает свое внимание в заболевание, что он делает? Он Усугубляет его, да. Он покупает болезнь себе. И это все усугубляется с каждым днем все больше и больше людей. Но, к сожалению, опять-таки прогноз плохой. Климат — это ну, пока мы столкнулись лишь, знаешь, вот с краем, он только начинает прогрессировать. То есть мы даже Он не знаем, что набирает такое обороты. климатический кризис, и не можем Конечно, мы оценить не это в знаем. полной мере. Мы от него еще достаточно далеки. Мы только, знаешь, вот нагнули шнурки завязать, мы еще даже не бежали, а до финиша еще далеко. Вы знаете, меня очень впечатлило, как вы рассказывали пример вот этот с крышкой, которая находится на кастрюле, в которой находится вода, и которая серьезно закипает и кипит. Да. И когда ты понимаешь, а что будет происходить с этой крышкой во А время крышка, извините, интенсивного кипения воды. Вот именно. А крышка на этой кастрюле с кипящей водой — это не что иное, как кора нашей планетки. Что будет? Ну то и будет. Ситуация не очень хорошая. Вот ты сейчас сказала за психические расстройства, да? А давай посмотрим, что в области онкологии происходит сейчас. Ведь масса людей, которые заболевают. И это набирает обороты стремительно. Другая проблема, тоже не менее важная. Я уже молчу за сердечно-сосудистые заболевания. Давай вот за иммунитет. Ведь сейчас массово падает иммунитет. Да, некоторые начинают это все, знаете, тут конспирологические теории, идеи на ковид, на вакцинацию, на все остальное. Но а как же быть с теми людьми, которые утрачивают свой иммунитет в буквальном смысле слова, которые не болели ковидом, не делали вакцины, и таких людей масса. Почему это очень сильно прогрессирует на сегодняшний день? Климат. То, что влияет на нашу планету, то влияет и на нас, друзья мои. К сожалению, ситуация не очень хорошая. Здесь я бы поставил это под большой вопрос, знаешь, вот в целом. Доживем ли мы вообще как человечество до того момента, когда климат, ну, скажем так, проявляет себя в полной мере? Даже так. Ну, давай посмотрим просто. Нас чуть меньше 8 миллиардов. Смело можно сказать, что уже за 2 миллиарда и довольно далеко уже за 2 миллиарда. Это люди с выраженным расстройством психики. Многие из них безвозвратны, к сожалению. У очень многих людей это падение иммунитета, онкология, ну и масса других заболеваний, которые начали прогрессировать именно из-за климата. А почему это происходит? Вот простой вопрос. Потому что мало того, что идет прямое воздействие того, что влияет на нашу планету, еще и послабление электромагнитного поля. Ну это не секрет, это все знают, во многих источниках об этом пишется. А что такое магнитное поле для нашего организма? Ну, проводились эксперименты, друзья. Кому интересно, могут посмотреть, к чему это приводит. Знаменитые эксперименты на мышках и тому подобное. Я не говорю, что люди будут себя вести подобно тем мышам, потому что в том знаменитом эксперименте, который проводился В 60 каком-то там году даже. прошлого столетия, скажем так, еще в прошлом тысячелетии он проводился. Ну там четко и наглядно было показано,
снижение иммунитета, развитие Онкология онкологии, очень серьезная. да, На 35% там да. практически показывают. Агрессия, выраженная Насилие, агрессия, каннибализм. Это Причем когда, да. при том, когда достаточно было еды, всего Мгм, достаточно. Ну, мы не утверждаем, что люди будут себя так вести. Но уже ж ведут. Так это только начало. Вы знаете, Игорь Михайлович, мне так запомнилось вот в рамках этого исследования комментарии, которые давали, в принципе, ученые, о том, что первыми, в принципе, вот это влияние ощутят на себе те люди, у которых занижена эмпатия. Да. Что они первыми будут подвержены вот этим агрессивным всплескам, так сказать, вот этому насилию. И, ну, это страшно. Вы знаете, мы говорили в одной из передач относительно сострадания и сочувствия, что сознание рисовало людям, что чем дальше, чем больше будет вот этих катаклизмов, чем больше людей будет погибать, то, скорее всего, будет включаться какое-то сострадание. Вы говорили наоборот, эмпатия будет выключаться. И Конечно. вот здесь ты понимаешь, что как раз-таки и вот эти люди со сниженной эмпатией, ну, не просто не будут проявлять сострадание к другим, а они будут сами причиной, в принципе, очень многих бед, агрессии, насилия, каннибализма. Это страшно. Это страшно. Вообще тема такая не очень хорошая у нас сегодня. Ну, друзья, ну об этом же тоже надо поговорить. Знаете, чтобы не было розовых очков на ваших глазах, чтобы не смотрели на мир через замочную скважину. Широко надо смотреть на мир. Надо, скажем, и изучать то, что оглашается наукой. Понятно, это частичная информация, порой далека от реальности, но во всяком случае она дает понимание, что происходит. Почему? Ведь мы ж люди. Человечество — это мы с вами, друзья. И не знать простых элементарных вещей, ну, во всяком случае, это отвечает для многих, что происходит с вами и почему началась масса проблем, почему нарушение сна идет у многих, а у других наоборот сонливость. И вот смотрите тоже, да, все зависит от типа человека. Это очень четко выраженная корреляция идет. Вот у одних сон пропадает, а у других наступает сонливость. И причем ямами. Вот если заметить, то Да. в определенные дни недели даже это происходит. И это все будет сокращаться, сокращаться и сокращаться. Я имею в виду сроки. То есть вот эти дни, когда человек не может спать, они будут становиться все чаще, а у многих уже сна нет. Это все обусловлено вот этими, давай культурно скажем, климатическими изменениями. Картина неутешительная, Игорь А Михайлович. чему, Что то, что… Да. а к чему здесь утешаться? Давай посмотрим, вот элементарный маркер такой возьмем, да? Вот на сегодняшний день показатель подростковой смертности в Соединенных Штатах. Что на первом месте стоит? Ну, раньше стояло ДТП, а сейчас уже огнестрелы, сейчас? огнестрельные ранения. Правильно. То есть чем обусловлено, что в последние несколько лет вот эта гибель молодых ребят, подростков от огнестрельного оружия превысил смертность в ДТП. Ведь это ненормально. И как бы с этим ни боролись, что бы ни делали, но остановить это на сегодняшний день у людей нет сил. Ведь это же в действительности страшно. А теперь давай мы вот так посмотрим со стороны. Психические заболевания нарастают, эмпатия снижается, проявляется агрессия, злость. А теперь маленький вопрос. Друзья мои, вы знаете, сколько оружия у людей на руках? Простой вопрос. От всего оружия в мире, которое есть, 85% это в частных руках у людей дома. 2% это у правоохранительных органов. И всего лишь 13% у военных. Представьте количество оружия, которое на руках. И если на сегодняшний день мы возьмем, хорошо, давай вот официально возьмем миллиард, каждый седьмой — это человек с расстройствами психики. И у большинства оружие. Страшно. Страшно жить в таком мире. Но это же еще цветочки. Я же говорю, если мы это все возьмем и сложим в купу, то
ситуация не очень хорошая. Если честно, мне не нравится. Знаете, Игорь Михайлович, ну, я даже удивлялась тому, что, скажем, те люди, те ребята молодые, может быть, даже, которые берут в руки оружие и идут, там, не знаю, расстреливать людей на улице, расстреливать детей в университетах, скажем так, в школах и тому подобное. Понятно, что там сходу человек понимает, что там с психикой не все хорошо. Но когда у этих ребят создаются свои фан-клубы, когда им посвящают книги, посвящают фильмы, невольно задаешься вообще действительно психическим здоровьем нашего общества. Да, здорово ли наше общество? В целом, вот мы говорим там 1 миллиард, 2 миллиарда, больше, с расстройством психики. Да у нас все общество больное. Что, не так? Друзья, вот если честно глянуть, разве здоровые мы люди? Почему? Потому что, ну давай проще, вот создаются фан-клубы. О чем мы молчим? Значит, нас это устраивает? Если мы не возмущаемся, если мы не против этого, ну все человечество Может, молчит. люди не понимают опасности этого? Почему, ну, к чему это приводит вообще, то, что мы молчим, Ну когда как к чему это приводит? Это популяризируется? приводит к тому, что вот опять-таки только в Соединенных Штатах среди подростков смертность от перестрелок на первом месте. Вот к чему это приводит. Потому что люди хватаются за оружие. А таких вот людей, которые приходят расстреливать школьников, их будет становиться все больше и больше. Опять-таки, это к климату не имеет никакого отношения. Это имеет прямое отношение к нашему вниманию. Почему? Ведь это привлекает наше внимание. А их еще пиарят, их показывают по телевизору. У них образуется фан-клуб, они пишут книги, о них пишут книги, фильмы снимают за них. Будет количество таких убийц уменьшаться или нет? Да будет только увеличиваться. Быстрая слава. Конечно. Ну, простой пример. Вот человек положил жизнь для того, чтобы стать там певцом знаменитым на весь мир и тому подобное. А другой человек одним выстрелом перехватывает его славу. И он также становится мгновенно известен на весь мир. Выравнивается с ним по привлечению внимания. Подчеркиваю, по привлечению внимания. Просто же. Теперь понимаешь, почему в созидательном обществе не будет популяризироваться имя и вот, по сути, образ тех людей, которые… Совершают серьезные преступления. Да общество вообще должно за них забывать. Они для общества не должны существовать вообще. А зеркальные нейроны, друзья мои, никто не отменял. И дурной пример, он заразителен. Это действительно так. И что это они знают? Знают. Зачем так поступают и почему это делают? Простой вопрос, что кому-то выгодно, а кто-то специально это делает? Да нет. Просто мы настолько глупы, а шайтан настолько силен, что он легко манипулирует уже всем обществом. Вот и ответ. Знаете, Игорь Михайлович, вот вы сказали, коснулись немножко темы ислама, а ведь действительно, вот мы говорили об одном признаке судного дня — это то, что будут внезапные смерти. И, кстати, вот наши участники, которые связаны в том числе с медициной, они говорят о том, что это действительно очень серьезная проблема на сегодняшний день, и врачи обескуражены количеством случаев, которые происходят. И на сегодняшний день уже говорят о том, чтобы ввести специальность такую, как климатическая кардиология, которая будет вот эти взаимосвязи изучать между климатом и влиянием на сердечно-сосудистую систему. И понимают люди, что причина всему этому — это, в принципе, вот эта внезапная аритмия, которая происходит. И Не всегда. Не всегда. Не всегда аритмия. Но хотя бы есть шанс у людей в первые минуты спасти друг другу жизнь. В первые 2-3 минутки максимум. И хотя бы хоть какие-то, не знаю, чтобы уже говорят о том, чтобы в общественных местах культурно-массового скопления людей, чтобы устанавливали и дефибрилляторы разные и тому подобное. Ну, ими То есть надо хоть еще уметь как-то. пользоваться. Вот, понимаешь? да. Мало того, Многие что не знают, что это, для чего вообще это нужно и Вот как и я с об этим, этом. конечно. Мало того, что их нужно установить, еще людей надо научить этим пользоваться. Если это массово начнут делать, то поверь, эта болезнь, она обретет еще большую такую вот Масштабность, ситуацию. Да, не просто масштабность, это, знаешь, она и так сейчас можно сказать, что мы уже говорили с тобой по этому поводу, что это не пандемия, но эпидемия точно, потому что очень много людей умирает. А это пандемией станет, если вот начать вот так вот делать и начать обучать людей.
Почему? Потому что все мы начнем думать об этом и бояться этого. А куда мы вкладываем внимание, во что мы вкладываем внимание, то мы и покупаем. Плюс есть причина. Это обусловлено климатом как раз. Ну, плюс еще климату и наше внимание. Ну что будет? Ну, здраво, если смотреть. Ну и молчать нельзя. Тоже, скажем, средства реанимации должны быть. Ну и вот, знаешь, вот еще вот бонусом ко всему вышеперечисленному, что мы говорили, еще, друзья мои, будет такая проблема, она есть. Она не будет, она уже есть и уже тоже прогрессирует, ну, как и все остальное. Это боязнь темноты и яркого света. То есть и под солнцем людям будет плохо, и в темноте тоже будет плохо. Это связано с тем, что будет происходить в сумеречное время, или с какими-то внутренними процессами? Это внутренние процессы, Внутренние это сугубо. тоже вот чисто психически. Люди будут чувствовать себя крайне дискомфортно, как при ярком свете, так и в темноте. Будет страх возникать, ну будет, опять будет, уже. Это все, это тоже массово идет. Оно будет нарастать, это все. И вот опять-таки вот хотелось бы, сейчас сказал, за яркий свет, под солнцем людям будет тяжело. Ну как-то вот не упомянуть очевидное, ну тоже не получается. Вот сейчас отмечают уже все. Если когда мы об этом рассказывали, что это будет, ну, на нас как-то смотрели, ну, в принципе, как всегда. А сейчас сами убеждаются, что нахождение под солнцем, особенно вот летом под ярким солнцем, ну, не Агрессивно, так, очень как сильно. всегда. И вот многие отмечают, оно жжется не по-детски. И аллергии, и агрессивное очень солнце. Оно агрессивно, оно действительно очень агрессивно. И это отмечается. Почему? Потому что проблемы с атмосферой, друзья. Вот многие задают вопрос, что с Солнцем, почему это происходит. Мы могли бы объяснить, и опять мы упираемся в физику. Физика АЛЛАТРА. «АЛЛАТРА». Да. Ну, ответ исчерпывающий. Так она прекрасно объясняет, физика «АЛЛАТРА», все вот эти процессы, Игорь Михайлович. Она очень много. Очень много. Да. Но для тех, кто знаком с физикой «АЛЛАТРА», я отвечу просто, потому что, скажем, раньше, совсем недавно, на Землю от Солнца поступало при потоке фотонов больше фотона 4 и мало фотона 3. Сейчас ситуация вся изменилась. Я понимаю, что для остальных фотон 3, фотон 4. А функцию фотона Лишний 3 и повод 4, наверное, мы посмеяться. рассказать не можем. Знаешь, а с другой стороны, ты знаешь, вот Но оно очень… Знаешь, вот не хочется Много давать объясняет. лишний повод посмеяться над нами, а с другой стороны, с учетом того, насколько прогрессируют на сегодня психические нарушения и все остальное. Это неизбежно. Это неизбежно. Да. Так что смейтесь, друзья, если вам весело пока что. Если б знали бы вы то, что знаем мы, у вас бы все меньше оставалось поводов для смеха и все больше для слез и печали. Игорь Михайлович, вы знаете, наша сегодняшняя передача раскрывает еще один момент. Одним из признаков судного часа называлось безумие и сумятица. И вы знаете, вот пророк Да. говорил о том, что судный час не наступит до тех пор, пока не распространится сумятица. И у него спрашивали, а что это такое? Он говорит, это убийство. Говорит, ну мы же и так, в принципе, сражаемся с язычниками. И он говорит, нет, это совершенно другое. Дело в том, что настанут времена, когда люди начнут убивать друг друга, начнут убивать своего соседа, двоюродного брата, родственников. И у пророка спросили, а мы вообще будем находиться в здравом рассудке? И он сказал, что люди того времени, когда это будет происходить, они будут в большинстве своем этого рассудка как раз-таки лишены. И только сейчас ты понимаешь всю остроту проблемы и то, о чем говорил пророк Мухаммед. И вы знаете, он говорил еще о одном признаке судного часа, что судный час не наступит до тех пор, пока не наступит время, когда убийца не будет знать, за что он убивает человека, а убитый не будет знать, за что он умер. И оба они, к сожалению, Попадут в ад. окажутся в аду. И Это так. наша сегодняшняя передача как нельзя лучше демонстрирует и показывает истинные причины происходящего, и что они так или иначе уходят опять, скажем, в первооснову, в то, что происходит с глобальными климатическими изменениями. Опять приходим мы к причинам, которые, в принципе, вызывают к цикличности и так Конечно. далее. Мгм. И вот как не отказывались от этой цикличности, но сейчас заговорили.
Мы сколько вот бились, рассказывали, признали. Опять-таки, давай вспомним, совершенно недавно с нас смеялись, и какая агрессия пошла за то, что мы вот выступили против СО2. Что мы сказали, что, извините, на сегодняшний день отказываться от углеводородов и от атомной энергетики — это глупо, с учетом всех изменяющихся, причем стремительно меняющихся условий климатических и экономических и всего остального. Ведь это ж наш мир, извините, друзья, это, знаете, это вот как яйцо. Он настолько един и сконцентрирован, что достаточно маленькой дырочки — и все изменится. Все пропадет, жизнь исчезнет. И вот эта дырочка сейчас проявляется. И наша жизнь реально под угрозой. Но мы же этого не понимаем. Мы продолжаем делить что-то, продолжаем Бог знает чем заниматься. На политику вообще смотреть сейчас просто без слез невозможно. Такое ощущение, что действительно они очень долго побывали в электромагнитном поле, очень снижено. Ну что не так? С низкой плотностью, да? Да. Так и есть. Игорь Михайлович, это вот вы ж- говорили, что очень много людей было, которые лили грязь, проплачено. И сколько денег было потрачено для того, чтобы в принципе лить грязь на тех, кто говорил что о не том, так? что дело не в СО2. Ну мы же говорили, что это все было. Но сейчас они сами об этом говорят. Вот это вот вообще Ну просто. это… Не, мы к этому привыкли, поверьте, друзья. Да, те, кто знает, сами знают. И вам доставалось, друзья, не раз. От этих проплаченных рапсодов, просто от идиотов, от людей, знаете, которые дальше своего пуза ничего не видят. Эгоисты. Но сейчас это касается уже всех. Сейчас я же говорю только, знаешь, вот, люди настолько забитые, настолько с промытыми мозгами, средствами массовой информации, что дальше своего носа ничего не видят. Только те не в курсе, что происходит в действительности в мире, насколько проблемы с климатом совсем на свете. И вот мы сейчас тоже подняли. Ведь это все, что мы говорим, это все ж озвучено. Ну что, не так? Ну так. Просто, знаете, правда настолько жестокая. И вот вы правильно сегодня сказали, что очень тяжелая эта тема. Тяжело говорить. Тяжело правду. говорить об этом. Хочется сознанию о хорошем как-то, избежать этого. И ты Да понимаешь, людей что… жалко, если честно. Ну просто Да. жалко людей. Ведь я ж понимаю, мы это озвучиваем, но Просто надо иметь смелость, безусловно, большую для того, чтобы принять эту правду и увидеть ее, потому что, конечно, сознание прячется, ему за это хотелось бы правда всегда хорошего. наказывают. Да. Всегда с нее смеются. И вот интересно, что когда лгут вам, вы стоя аплодируете, вы голосуете за них, за тех лжецов, кто вам больше врет, того вы больше поддерживаете. А когда люди говорят правду, тех мы не воспринимаем. Ну что, не так? Пророк Мухаммед говорил о том, что наступят времена, когда слова лжеца будут восприниматься за правду, и наоборот, когда люди, которые будут говорить правду, будут обвинены во лжи, и что как раз-таки доверие люди будут оказывать не тем, кто правду говорит, а именно лжецам. Увы. На то он был и пророк. Мгм. Поэтому он величайший из людей. Игорь Михайлович, Это ж так. ну вот, в принципе, мы все прекрасно понимаем, какие перспективы в связи с этим ожидает наше общество. А вопрос такой: а все-таки еще есть ли выход? Мы его не раз озвучивали. Но если смотреть вот здраво, то в действительности или противостояние климату, мы говорили, есть два варианта. Стабилизация. Да, для того, чтобы стабилизировать это все и прекратить. Все равно мы должны построить цивилизацию. Здесь вопрос лишь в том, цивилизацию мы построим как низшие существа или как высшие. То есть единое мировое правительство или все-таки созидательное общество. Но другого пути нет. А альтернатива этому, друзья, это «АЛЛАТРА». Извините, я говорю прямо. «АЛЛАТРА». Или созидательное общество, или «АЛЛАТРА». Или «АЛЛАТРА». Или стабилизация того, что происходит с нашей планетой. Или думайте о себе. А я скажу так, не помешает. Правильно?
Надеяться на созидательное общество и строить его нужно. Это реальный наш шанс, и мы многое можем изменить. Мы действительно можем прекратить, ну, скажем, за короткий промежуток времени то, что сейчас нарастает. Мы сможем это остановить и сможем это прекратить. И есть такая возможность у человечества. Сложно объединяться. Сложно, знаете, вот пробиться через вот эту броню дебилизма, по-другому не скажешь. Ну, очевидный факт. Мы все находимся между молотом и наковальней. Все человечество. Ну, как бы логично, да, что мы должны искать выход, а мы начинаем, знаете, как, ну, чтобы не думать о том, что будет, мы начинаем уничтожать друг друга прямо сейчас. Ну, хороший выход, да? Так? Нас и сокращать не нужно, к Дотянем сожалению. ли мы? Вот в чем вопрос. В связи со всем выше рассказанным, ну, возникают большие сомнения, что мы сможем дожить до тех времен, да? Поэтому, друзья, «АЛЛАТРА» тоже не стоит откладывать на потом. Занимайтесь. Я понимаю, что тяжело. На сегодняшний день действительно сознание, ну, оно доминирует над людьми. Шайтан силен, но не так уж сложно обрести жизнь. Это легко, если к этому стремишься. Это очень приятно. Это лучшее, что может быть с человеком. Но, скажем, во всяком случае, хотя бы покой обрести надо. Вы не представляете, что такое состояние субличности. Я не хочу вас пугать. Вот мы целую передачу пугаем. Вот. Не нравится мне сегодняшняя передача, она тяжелая. Мы и не рассказать об этом тоже не можем. Это было бы несправедливо с нашей стороны. Знать, понимать, видеть и молчать — это глупо. Это не по-человечески. Мы должны знать, что происходит, мы должны знать, что будет. Мы должны к этому готовиться. Также нужно заботиться и готовиться к неизбежному. Это не помешает. Нет времени, нет желания, не можешь справиться со своим шайтаном и обрести жизнь. Друг мой, обрети хотя бы покой. Позаботься о будущей личности и подумай о себе. Но жизнь намного лучше. Поверьте, друзья, намного лучше, чем просто сон. Но сон намного лучше, чем страдания. Намного. Все просто. Нет ничего сложного. Ведь любить — это приятно, жить — это действительно приятно. Но жалко, очень жалко людей. И мы можем, мы действительно многое можем, друзья мои. Но для этого давайте помнить, что мы люди. Давайте не забывать об этом. Давайте помнить, что жизнь дана не для того, чтобы чтобы просто сходить с ума и убивать друг друга. Не для того, чтобы мы, как вот эти мышки в эксперименте, питались плотью друг друга, а для того, чтобы мы любили друг друга, для того, чтобы мы построили гораздо лучший мир, для того, чтобы мы обрели жизнь. А для этого нужна любовь. Давайте начнем с простого. Давайте, друзья мои, начнем просто с того, что начнем любить друг друга. Извините за сегодняшнюю передачу, но она тоже нужна. Спасибо, что были с нами. Спасибо вам огромное, Игорь Михайлович, за то, что пролили свет правды на ту тему, которая есть сегодня в обществе. За то, что вы в конце все-таки подарили и пролили свет на то, как найти выход из всего этого положения. Если бы мы сказали правду, всю как есть, печали было больше. Мы сегодня озвучили лишь то, что есть в открытом доступе. Но и это очень печально. Я не говорю о том, что мы знаем намного больше и что все гораздо страшнее. Не надо брать это в голову и слушать свое сознание на этой ноте. Мы говорим о том сейчас, что проблема есть.
И мы, как люди, как человечество, еще можем ее решить, если захотим. Так что всего доброго, друзья. Спасибо.